الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемый джамаат, хотелось бы напомнить о том, что сейчас у нас идет месяц Мухаррам. Сегодня у нас 5 число. И это означает, что у нас начался новый год по календарю хиджри, по лунному календарю. И что хотелось бы сказать, что очень важно, чтобы мы знали свой календарь. То есть вот у нас, у мусульман, есть свой календарь, свой лунный календарь, и очень важно, чтобы мы его знали, чтобы мы его ценили. Это благо, на самом деле, от Аллаха Субханаху ва Тааля. То, что у нас есть вот этот календарь, является очень большим благом от Аллаха Субханаху ва Тааля. Если посмотрим, свои календари были и в цивилизации Китая, и у персов. И вот у нас, альхамдулилля, тоже есть свой календарь. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы пренебрегаем этим календарем. К сожалению, многие даже те, кто в исламе уже давно, там 10 лет, 15 лет, к сожалению, мы еще не знаем название месяцев полностью, мы не знаем их порядок, после какого месяца идет какой месяц. И вот что хотелось бы сказать, это сейчас не для упрека говорится, а для того, чтобы мы поменяли свое отношение к лунному календарю, к календарю хиджри. Потому что к этому календарю у нас привязаны наши поклонения, наши айбадат. И, скажем, у месяца Рамадан есть свое определенное время. Как бы человек, мусульманин, должен знать, когда наступает месяц Рамадан. Вот сейчас, скажем, месяц Мухаррам. В Мухаррам тоже есть свои определенные даты, когда есть день Ашура, скажем, да, к этому еще вернемся сегодня, и так далее. То есть вот есть хадж, да, у хаджа есть свое определенное время, и поэтому очень важно, чтобы мы знали свой лунный календарь, чтобы ценили вот это благо Аллаха Субханаху ва Тааля и обучали этому наших детей тоже, чтобы приучали вот к этому календарю. И лунный календарь, он на самом деле не только для поклонения, не только для айбадата, но также и для своих каких-то бытовых нужд. Его тоже можно и нужно применять, использовать, чтобы не настало такое время, когда мусульмане будут смотреть на вот этот календарь, и они будут задаваться вопросом, что это такое, что означает аль-Мухаррам, что означает Сафар и так далее. И вот хотелось бы, чтобы как минимум мы для начала выучили месяцы, название этих месяцев и выучили порядок. И вот быстренько хотел бы перечислить вот эти месяцы. Первый месяц лунного календаря, лунного года, это у нас месяц Мухаррам. Это вот как раз вот этот месяц, который у нас начался. Затем после Мухаррам у нас идет месяц Сафар. Затем идет Раби'уль Ауаль, Раби'уль Ахир, Джумад аль-Уля, Джумад аль-Ахира. Затем идет месяц Раджаб. После месяца Раджаб идет у нас Ша'бан, Рамадан, Шавваль, Зуль-Ки'да и Зуль-Хиджа. То есть вот эти 12 месяцев. 12 месяцев нужно это выучить. Выучить это вот задание для каждого из нас и использовать это, стараться использовать это, внедрять как-то в свою жизнь. И на самом деле, вот если мы задумаемся, то лунный календарь – это очень большое благо от Аллаха Субханаху ва Тааля. Почему вот мы говорим, что это благо?
потому что лунный календарь на самом деле он очень легкий для применения, очень легкий для практики. Что мы имеем в виду? Скажем, лунный календарь, потому он и называется лунным, этот календарь привязан к Луне. Да, и по Луне определяется начало месяца, и по Луне определяется конец месяца. Если вот мы подумаем, если мы задумаемся, то мы увидим, что простой любой человек, даже не имея каких-то сложных приборов, человек, который не разбирается там в математике, в каких-то сложных расчетах, астрономических каких-то знаниях, он может сам определить, когда месяц начинается, когда заканчивается, по фазам Луны. Да, и даже такой пример приведем. Если какого-то человека, мусульманина, да, поместить на необитаемый остров, это как утрированный пример, но для понимания, то он сможет вести календарь, он будет знать, когда месяц закончился, когда начался, когда придет месяц Рамадан и так далее. Потому что лунный календарь, он легкий. Вот Аллах Субханаху ва Тааля облегчил нам вот этот вопрос. И, скажем, если посмотреть на календарь милади, вот, да, который привязан к Солнцу, то как человек сможет определить, какой сейчас месяц? То есть если мы будем наблюдать за Солнцем каждый день одно и то же, мы не поймем, где начало месяца, где конец месяца. Можем ли мы сейчас по Солнцу определить, что сейчас месяц август? То, что начало месяца или конец месяца? В то время как по лунному календарю можно, даже вот кто использует лунный календарь, у кого уже опыт есть, он может даже определить дату. Потому что мы знаем, что когда месяц начинается, какой бы месяц ни был, он начинается с маленького месяца. Это тонкий полумесяц, то, что на арабском языке называется аль-хиляль. Затем этот месяц с каждым днем увеличивается до тех пор, пока он не становится круглым. То есть это то, что называется аль-бадр. Аль-бадр – это когда полнолуние. И полнолуние означает середину месяца. То есть очень легко человек ночью выходит, видит полнолуние, он понимает, что сейчас середина месяца. Затем аль-бадр, вот это полнолуние, начинает уменьшаться, но в обратную сторону, то есть уже месяц в другую сторону будет смотреть, уменьшается, и перед завершением месяца аль-хиляль исчезает, он пропадает, и мусульмане ждут чего? Рождения нового месяца. То есть это то, что вот это на самом деле происходит каждый месяц, но особенно этот вопрос у нас, он как бы оживляется в начале месяца Рамадана и в конце месяца Рамадана, когда мусульмане ждут рождения новой луны. И поэтому вот что хотелось бы сказать. То есть лунный календарь, который привязан к Луне, он очень легкий, очень простой в применении. Это благо от Аллаха Субханаху ва Тааля, это ни'мат, который нужно ценить и который, вот ценность этого нужно понимать, использовать это на практике в своей жизни и обучать этому своих детей и своих близких. Также, уважаемый джамаат, что хотелось бы сказать, вот сейчас у нас, как мы сказали, месяц аль-Мухаррам, это первый месяц лунного календаря, лунного года, и сейчас у нас идет 1443 год, и месяц Мухаррам является одним из запретных месяцев. Аль-Ашхуруль Хурум. То есть у нас, если, скажем, на протяжении года у нас 12 месяцев, из них 4 являются запретными. То есть это то, что называется Аль-Ашхуруль Хурум. И вот один из этих месяцев, он как раз-таки сейчас у нас идет.
И что это за 4 запретных месяца? Это тоже вкратце хотелось бы быстренько упомянуть. 3 из этих 4 месяцев, они идут один за другим, то есть они связаны друг с другом, они слитны вместе. Это Зуль-Ка'да, Зуль-Хиджа и Мухаррам, месяц, в котором мы сейчас находимся. То есть Зуль-Ка'да, Зуль-Хиджа и Мухаррам – это 3 месяца, которые идут один за другим. То есть, другими словами, вот то, что сейчас 2 месяца, которые были до этого, они тоже были запретными. И 4-й месяц, который тоже является запретным, это месяц какой? Раджаб. Месяц Раджаб, но он оторван от вот этих 3 месяцев, он находится совершенно в другом конце года. Он находится между Джумад аль-Ахира и между Ша'баном. И в чем мудрость вот того, что Аллах Субханаху ва Тааля, или, скажем, одна из мудростей того, что Аллах Субханаху ва Тааля сделал вот эти месяцы запретными, и именно вот в этом порядке, если мы посмотрим, если мы задумаемся, то увидим, что у нас вот первые 3 месяца это какие? Зуль-Ка'да, Зуль-Хиджа и Мухаррам. 3 запретных месяца, посередине у них находится месяц Зуль-Хиджа. Зуль-Хиджа – это месяц, когда что? Что мы делаем в месяце Зуль-Хиджа? Мы вместе с Зуль-Хиджа совершаем хадж. И мушрики еще до ислама, да, у мушриков вот это сохранилось, это еще, скажем, со времен Ибрагима, алейхиссалям, это пришло. И арабы, даже, скажем, не мушрики, а арабы, они останавливали войну. То есть они, когда наступали вот эти месяцы, они прекращали воевать. И это создавало возможность для тех людей, кто хочет совершить хадж, создавало возможность приехать в Мекку, совершить хадж и уехать из Мекки. Поэтому Зуль-Хиджа, до него тоже запретный месяц, это чтобы человек смог спокойно приехать в Мекку. И после Зуль-Хиджа Мухаррам это тоже запретный месяц, для того, чтобы человек спокойно мог покинуть Мекку, чтобы у него было время выехать из Мекки и добраться к себе на родину. Поэтому видим, насколько мудрый. И мы знаем, что хадж начинается не со времен пророка, да, Мухаммада, а хадж у нас берет свое начало еще со времен Ибрагима, алейхиссалям. И вот эти долгие столетия, да, там даже тысячелетия, наверное, проходили, люди не переставали делать хадж. Вот эти месяцы, они были запретными, и человек спокойно мог приезжать, совершать свое поклонение, затем отправлялся к себе на родину. Это что касается 3 вот запретных месяцев, которые слитны. Мы сказали, у нас есть еще один 4-й месяц, это месяц Раджаб, да, как мы сказали, и он находится совсем в другом конце года, как мы сказали. То есть он не привязан вот к хаджу, не привязан к Зуль-Хиджа. И ученые говорят, мудрость вот этого месяца Раджаб, это чтобы человек в середине года смог совершить умру. Да, потому что у нас есть не только хадж, не только большое паломничество, но у нас еще есть и умра. Что такое умра, думаю, знаем. И человек в месяце Раджаб, это в другом конце года, он мог спокойно приехать в Мекку и совершить умру. Поэтому, уважаемый джамаат, еще раз вот хотелось бы напомнить о нашем лунном календаре, хиджри календарь, чтобы мы его ценили, чтобы мы знали наизусть вот эти месяцы, чтобы мы их практиковали, применяли, чтобы мы знали, какое сегодня число, какой месяц, какой год, и чтобы обучали этому своих детей. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, настагфирука ва натубу илейк, ва джазакумуллаху хайран.